Они всегда в тени своих подвигов. Разведчики вот уже 104 года успешно выполняют поставленные задачи по защите национальных интересов России. За все это время более 700 сотрудников военной разведки удостоены звания Героя Советского Союза и России, а многие их заслуги до сих пор под грифом «секретно». Сегодня воины-афганцы говорят слова напутствия и поддержки своим младшим боевым товарищам, а именно участникам спецоперации. Любой части, любой батальон, любой полк без военной разведки не обходится, потому что это и глаза, и уши, и их передвижение, как бы они куда бы ни ехали, без разведки, надеясь на них, они едут куда надо. Вот я лично сам, считаю, 19 лет был в бригаде военной разведки, даже в отделении управления, похвастаюсь сейчас, первым одним. Именно даже в колею даже мы ездили. Вот, едет машина первая, чтобы на мину не подорваться, проехал первый, значит там можно уже проехать. Также вверх смотришь, обвал можно, гранатометы можно пострелить, так что подбить можно, на мину можно нарваться. Вот это все делает разведка. Потом уже остальные подразделения. Те же самые десантники, у нас тоже есть десантники, но он сегодня что-то по какой-то причине не было. У них тоже есть десант. В каждом подразделении есть свои разведчики. Разведчики всегда готовы к заброске в любую горячую точку. Они решают широчайший круг тактических задач. Иногда определяют судьбы целых государств. На линии соприкосновения они всегда первые. Рискуя жизнями, проводят разведывательные мероприятия, что обеспечивает точность нанесения артиллерийских ударов по позициям врага. Разведка должна все. И они первые попадают под пули. Они их первым уничтожают, потому что враг никогда, ни при каких обстоятельствах старается так, чтобы эта разведка хоть один живой не остался, потому что у нее есть сведения. Вот такая эта служба, эта разведка. Я был в горных войсках, горная разведка у нас была. Потому что в Афгане по равнине, а сверху должны были быть мы. Вот наш батальон, вот я тоже среди них был, вот мы по горам работали. Если не будет разведки, вот бог войны артиллерии, она не будет знать, куда стрелять. Игорь Спирин, военнослужащий войсковой части 3718, один из участников военной спецоперации. Дата и место несения службы не разглашается. Ясно только то, что отличился мужеством и доблестью на полях сражений. Ну, было вообще-то сложно, да, не спорю. Мы столкнулись с такими обстоятельствами, которые нельзя изучить по учебнику. Приходилось приспосабливаться и немного думать своей головой о том, что будет дальше. Приспосабливались в каком плане? То, что обеспечение у наших противников и какое обеспечение у нас, ну, немножко разное. И было сложно в первое время. Но человек такое существо, он ко всему приспосабливается, тем более разведчик должен всегда везде приспосабливаться ко всему и знать, что будет наперед. За мужество и героизм, проявленные в ходе проведения военной спецоперации, росгвардейцы получили награды из рук воинов-афганцев, а также поздравили присутствующих с профессиональным праздником Днем военной разведки. У нас тут рядом части есть, там тоже разведки служат. Я их пригласил, несколько человек, хотят как бы их тоже обрадовать, потому что они были уже на Украине, приехали ребята, пока отдыхают или в отпуске. Военнослужащие, в свою очередь, выразили благодарность воинам-афганцам, отметив, что их подвиг уже вошел в историю. Не подведут и они. Адам Мережков, Ахмед Горбаков, Новости 24.